В ноябре этого года Меджлис крымско-татарского народа принял заявление, в котором призвал руководство страны немедленно внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о крымско-татарской автономии и правах коренных народов. Там напомнили, что специальная рабочая группа в составе Конституционной комиссии подготовила законопроекты, которые нужно принять как можно быстрее. Речь идет о проектах законов о внесении изменений в раздел 10 Конституции Украины. Этот раздел называется «Автономная Республика Крым». Кроме того, речь идет о законопроектах о статусе крымско-татарского народа и законопроект о коренных народах Украины. О вопросе крымско-татарской автономии мы уже неоднократно рассказывали вам в наших эфирах. Мы решили на этот раз сосредоточиться на этом законопроекте о коренных народах Украины, какое он имеет значение для Украины и как может помочь в вопросе деоккупации Крыма. Вот обо всем мы будем говорить. Я напомню, что в марте 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Украины. Было принято соответствующее заявление украинского парламента. Этим же документом Верховная Рада Украины признала и Декларацию ООН о правах коренных народов. В то же время, как рассказал в интервью изданию LB.UA представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, в законопроекте о коренных народах Украины будут определены 3 таких этноса. Это крымские татары, караимы и крымчаки. Далее цитата. Правда, пока не решили, мы зафиксируем только эти 3 народа как коренные или сделаем список открытым, определив признаки коренных народов. Это цитата Антона Кореневича. Я отмечу, что по такому общепринятому определению, что такое коренной народ, это потомки тех, кто населял ту или иную страну или географическую область, которая является частью той или иной страны испокон веков, у которого сейчас нет своего государства. И вот на данный момент, по информации Организации Объединенных Наций, в мире насчитывается 370 миллионов человек, представителей коренных народов, в более чем 90 странах. Мы решили разобраться прежде всего, какова судьба тех законопроектов, которые были наработаны специальной рабочей группой в составе Конституционной комиссии. Я напомню, что эта рабочая группа и сама Конституционная комиссия, она действовала во времена президентства Петра Порошенко. И вот нам стало интересно, прежде всего, был ли разработан действительно законопроект о коренных народах по итогам работы этой специальной рабочей группы, и тот ли это законопроект, о котором упоминал, например, Антон Кореневич в интервью украинским медиа, и как вообще этот законопроект будет выглядеть. И вот мы перед эфиром связались с Арсеном Жумадиловым, бывшим членом рабочей группы в составе Конституционной комиссии, и расспросили его, в частности, о задачах, которые ставились перед этой специально созданной робочою групою. Задача перед робочою групою та тими підгрупами, які створювалися для того, щоб напрацювати законопроекти, вона складалася з 3 підзадач. Перша – це, власне, напрацювання проекту змін до Конституції України в частині розділу 10. Друга – це напрацювання законопроекту про корінні народи в Україні. І третє – напрацювання законопроекту про статус кримсько-татарського народу як останній той нормативний документ, який мав би врегулювати статус кримсько-татарського народу. Станом на літо 2018 року, тобто вже минуло 1,5 роки, всі ці документи були робочими підгрупами напрацьовані, запропоновані до уваги робочої групи. Зауважень ми не отримали. Відповідно, наразі ці документи вони є готовими для того, щоб розглядати їх далі. Вот мы уточнили у Арсена Жумадилова, бывшего члена рабочей группы в составе Конституционной комиссии по вопросам Крыма, о состоянии, о готовности этого проекта, в частности, законопроекта о коренных народах Украины. Вони всі ці 3 документи, вони всі у фінальній стадії готовності. Що означає фінальна стадія готовності? Це означає, що рівень експертного обговорення вони вже пройшли. Можна виходити на рівень політичний і на рівень громадський, з тим, щоб обговорити це вже ширшими колами заінтересованих осіб, які вже матимуть певні свої міркування щодо доцільності, недоцільності, щодо своєчасності або несвоєчасності. Але це вже не мають бути міркування щодо, наприклад, техніки написання, щодо тих норм, які там виписані, щодо того, на підставі чого вони виписані і так далі, і так далі. Я сподіваюся, ви розумієте про що.
Учитывая тот факт, что вот как утверждает Арсен Жумадилов, эти законопроекты были наработаны уже на протяжении определенного времени, но до сих пор не были рассмотрены и приняты, мы спросили также, с какими вызовами, возможно, столкнулась специальная рабочая группа в составе Конституционной комиссии, и почему эти законопроекти пока еще не рассмотрены. Було таких насправді дуже багато аспектів. Перше, це той аспект, що ми мали дуже чітко виокремити права корінних народів з тим, щоб всі ті, хто стикатимуться з цими документами, розуміли, що тут не йдеться про, наприклад, національні меншини, щоб не складалося враження, що такі самі законопроекти, вони потім, наприклад, за аналогією з цими, вони будуть напрацьовуватися або мають напрацьовуватись, наприклад, по угорцям на Закарпатті або по румунам на Буковині там і так далі. Це перше. Другий виклик, який, напевно, ми враховували, це те, що ми мали зі свого боку переконатися, що ті норми, які ми виписуємо, вони жодним чином не зачіпають права та законні інтереси, наприклад, російської національної меншини в Криму, тому що питання російської національної меншини в Криму, воно буде в цьому впевнені ще окремо в майбутньому розглядатись тоді, коли на це буде суспільний запит. Суспільний запит на це питання, його врегулювання в національному законодавстві України, очевидно, з'явиться під час або напередодні деокупації Криму. Тоді це питання постане. Станом на зараз воно не актуалізовано, тобто російська національна меншина в Криму, вона, скоріш за все, не думає про те, що ця територія повернеться під контроль Української держави. Російська Федерація як kin state, тобто як споріднена держава цієї національної меншини, вона теж не зацікавлена у вирішенні цього питання, бо вона думає, що знову ж таки ця територія ніколи не повернеться під контроль України. Але ми всі розуміємо, і ми всі сподіваємося, що рано чи пізно це все ж таки відбудеться. Тож коли це відбудеться, от всі ті законопроекти, про які я згадав, вони не мають якось заважати, перетинатися або якимось іншим чином ускладнювати врегулювання цього питання. Я напомню, речь идет о проектах законов о внесении изменений в раздел 10 Конституции Украины, Автономная Республика Крым, о статусе крымско-татарского народа и о коренных народах Украины. Мы еще спросили у Арсена Жумадилова, бывшего члена рабочей группы в составе Конституционной комиссии, которая занималась наработками этих законопроектов, имеет ли значение поочередность принятия, или эти документы должны приниматься пакетом, или же, возможно, принятие закона о коренных народах может ускорить внесение изменений в Конституцию по крымско-татарской национальной автономии. Давайте послушаем, что он сказал. Це хороше питання. Ми виписували зміни до Конституції і законопроекти таким чином, що насправді станом на зараз немає жорсткої вимоги щодо послідовності ухвалення. Тобто не обов'язково спочатку, наприклад, ухвалювати зміни до Конституції, а потім законопроекти. Або навпаки. Вони можуть бути ухвалені як одночасно, так і послідовно. Спочатку, наприклад, зміни до Конституції, потім законопроекти, або спочатку законопроекти, потім зміни до Конституції. Звісно, більш коректним юридично, політично було б рухатись саме таким чином, що спочатку змінюється Конституція, потім ухвалюються законопроекти, але якщо політичної волі станом на зараз не вистачить для зміни до Конституції, то можна спочатку ухвалити законопроекти і потім вже збирати політичну волю в кулак для того, щоб ухвалити зміни до Конституції. Это были комментарии Арсена Жумадилова, бывшего члена рабочей группы в составе Конституционной комиссии. Эта рабочая группа занималась законопроектами в отношении Крыма. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем судьбу законопроекта о коренных народах Украины. И к нам по телефону присоединяется секретарь Комитета по вопросам прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий Рустем Умеров. Рустем, добрый день. Добрый день. Когда может быть принят этот закон и почему медлят? По крайней мере, вот по версии Меджлиса крымско-татарского народа призывают как можно быстрее принять и говорят, что уже давно должен быть принят. Давайте я вас проведу просто экскурс по датам. Мы после избрания президента встречались с президентом, был Мустафа Агарев, а я, где мы предложили, чтобы президент подал это в зал, два законопроекта по коренным народам, статусу крымско-татарского народа и изменения в Конституцию, часть 10. 3 месяца, то есть это 100 дней рабочих в парламенте прошло, но эти 100 дней не прошли просто там была проведена работа
В данный момент как бы эти три закона находятся в экспертном совете при представительстве. И, видимо, уже в новом году будут подаваться через подгруппу реинтеграции комиссии с правовой реформы при президенте Украины. Поняла. Можно еще у вас уточнить, а в самом комитете каково отношение к этим законопроектам? И вот я правильно понимаю, что уже от комитета ничего не зависит на данном этапе? Смотрите, здесь нужно правильно понять, что мы это представили президенту и хотим, чтобы президент это в зал внес. Соответственно, в комитете это не обсуждалось, ждали ответа от представительства постпредства президента о том, что у них обсуждалось в этой комиссии по правовой реформе. Соответственно, как только они дадут фидбэк, мы это обсудим, то есть проведем это через комиссию, обсудим это и внесем в зал. Поняла. Спасибо вам большое за такое уточнение. Будем выяснять теперь подробности в постоянном представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи был Рустем Умеров, секретарь комитета по вопросам прав человека, реинтеграции временно оккупированных территорий Верховной Рады Украины. И мы сегодня в нашем эфире обсуждаем дальнейшую судьбу законопроекта о коренных народах Украины. И вот у нас теперь есть возможность уточнить позицию постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым. С нами на прямой телефонной связи заместитель постоянного представителя Тамила Ташева. Тамила, добрый день. Добрый день. Рассказал нам Рустем Умеров, что теперь, можно так сказать, мяч на вашей стороне. Действительно ли вы теперь последняя инстанция, от которой зависят и сроки принятия, и, возможно, содержание этого законопроекта? Ну, смотрите, в первую очередь следует сказать о том, что еще при предыдущем президенте Порошенко рассматривалось 3 проекта закона. Да? Первый – это про коренные народы в Украине, потом законопроект про статус крымско-татарского народа как коренного, и третий – про крымскую автономию, соответственно, изменения в статью 10 Конституции Украины. Да? Данные законопроекты нарабатывались на базе рабочей группы по конституционным изменениям, да, и они были разработаны еще в 2018 году. Да. Однако в силу, наверное, политических определенных моментов, я, к сожалению, не знаю, не могу отвечать за это, президентом Украины эти 3 проекта законов не были внесены в Верховную Раду Украины. Соответственно, на данный момент данные проекты законов, после того, когда мы встретились с Рифатом Чубаровым, председателем Меджлиса крымско-татарского народа, и он нам еще раз показал эти проекты законов, мы еще раз их обсудили, было принято решение, что данные проекты законов мы берем для рассмотрения, для начала в наш экспертный совет, который при постоянном представительстве сформирован был пару месяцев назад, но вернее был обновлен его состав. И сейчас в экспертном совете находятся на рассмотрении 3 проекта закона. Как про коренной народ, про статус крымско-татарского народа и изменение Конституции в части крымской автономии. Мы видим такой процесс, что после того, когда наши эксперты, которые находятся в экспертной комиссии, в нашем экспертном совете при представительстве, дадут окончательные свои замечания к этому законопроекту, после этого, сейчас это уже на финальной стадии обсуждения, мы передадим данный проект закона в подгруппу по реинтеграции комиссии по правовой реформе. На данный момент стадии прохождения этого проекта закона именно такие. Поняла. А можно у вас уточнить вот тогда вопрос еще по тому, возможно, вам уже известно, потому что этот законопроект, он ведь не обнародован, какие все-таки народы будут там определены как коренные в этом законопроекте? Да, определены 3 народа. Это крымские татары, караимы и крымчаки. На данный момент
Это закрытый список коренных народов, этим законом регулируется. И в законопроекте коренным народом обозначается автохтонная этническая спільнота, которая сформировалась на территории Крымского полуострова и является носителем самобытного языка, культуры, имеет традиции, социальные, культурные, политические институты и самоопределяет себя как коренной народ Украины, но является этническим меньшинством в составе ее населения и не имеет собственного государственного какого-то утворения за границами Украины. Правильно ли я понимаю, что тот факт, что этот закон пока еще не был принят, это связано, в частности, с тем, что произошло в Украине изменение, смена власти, потому что, или там есть какие-то, возможно, принципиальные различия в том, как видит этот законопроект, видели при предыдущей власти и сейчас? Принципиального расхождения либо видения, конечно же, нет. Президент Украины на встрече с лидерами крымско-татарского народа, с Мустафой Джемилевым, Рифатом Чубаровым, Рустемом Умеровым, народным депутатом от одной из фракций украинского парламента, высказался о том, что данные вопросы однозначно требуют урегулирования, потому что, еще раз напомню, что согласно Конституции Украины права коренных народов и национальных меньшин должны регулироваться исключительно законодательством Украины. И за весь период независимости, к большому сожалению, данный вопрос на законодательном уровне не был урегулирован. В марте 2014 года, 20 марта, была ухвалена заявление Верховной Рады Украины относительно гарантий прав крымско-татарского народа в составе Украины, и где говорилось, собственно, про крымский татарский народ как коренной народ Украины. И, соответственно, после этого были даны поручения Кабинету министров Украины, что необходимо было разработать законодательные акты, которые бы урегулировали бы, собственно, этот статус крымско-татарского народа. И Владимир Зеленский подчеркнул, что он считает очень важным урегулирование статуса крымско-татарского народа, коренных народов и, собственно, вопросов крымской автономии. Однако, в силу того, действительно, как вы заметили, была смена власти, необходимо еще раз, чтобы эти проекты законов, они прошли экспертизу внутри правительственных кабинетов. Конечно же, мы понимаем, что над данными проектами законов работало очень широкое количество экспертов в данной сфере, в сфере этнополитики в том числе, и работали представители крымско-татарского народа. Однако мы хотели бы еще раз просмотреть все те изменения, которые предлагались. Я думаю, что в ближайшее время после экспертного совета при представительстве президента будет закон про статус коренных народов передан в подгруппу по реинтеграции комиссии по правовой реформе при президенте Украины. Буквально небольшое уточнение такое. А это принципиально, чтобы этот законопроект рассматривался, скажем так, чтобы и изменения в Конституцию, и законопроект о статусе крымско-татарского народа, о коренных народах Украины рассматривались таким пакетом, или они могут быть приняты в разное время? Меджлис крымско-татарского народа говорит о пакетном голосовании, однако мы считаем, что можно попробовать принять закон про коренные народы для того, чтобы опробовать систему прохождения законопроекта через комиссию по правовой реформе. Поясню почему. Потому что закон про коренные народы может пройти через подгруппу по реинтеграции, однако, к примеру, изменения в Конституцию Украины, и о статусе крымской автономии однозначно должен проходить через другую подгруппу комиссии по правовой реформе, а именно конституционную.
Именно по этой причине мы решили, что первым законопроектом будет законопроект, связанный со статусом и вызначением статуса коренных народов, а далее после, в том числе, консультаций с общественностью, да, после работы с украинскими гражданами, населением широкой информационной кампании, в том числе мы считаем, что очень важным этапом при принятии изменений в Конституцию является в том числе информирование граждан Украины, а что же такое крымская автономия, что собой представляет этот статус, что будет предоставлено после таких изменений в Конституцию Украины. Поэтому любые очень важные изменения, в том числе, должны правильно коммуницироваться украинскому обществу. Поэтому сначала мы хотим принять базовый закон, который бы регулировал статус коренных народов, и далее закон про статус крымско-татарского народа и крымскую автономию уже продвигать пакетом. Спасибо вам большое. Это была Тамила Ташева, заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым. Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем законопроект о коренных народах Украины, который вот в скором времени может появиться уже. Напомню, что подконтрольное России руководство Крыма отрицает, что на полуострове имеет место притеснение представителей той или иной национальности. Вот несмотря, например, на запрет в Крыму в 2016 году Меджлиса крымских татар, представительского органа крымских татар, Сергей Аксенов утверждал, что заявление об ущемлениях крымско-татарского народа – это полная ложь. Можно привести еще один пример. Это запрет в 2018 году в Крыму Духовного управления караимов. О том, как закон о коренных народах Украины может помочь крымчанам, крымским татарам, мы этот вопрос зададим члену Меджлиса крымско-татарского народа Абмеджиту Сулейманову, координатору Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Здравствуйте. Сейчас попробуем еще раз перенабрать, а я пока повторю вам, о чем мы сегодня говорим. Дело в том, что в ближайшее время в Украине должен появиться закон о коренных народах Украины. И напомню, что коренной народ – это по такому общему определению потомки тех, кто населял ту или иную страну или географическую область, частью которой является обсуждаемая страна испокон веков, но у которых нет собственного государства. И вот сейчас обсуждается необходимость принятия в Украине такого закона о коренных народах Украины. Я напомню, что в марте 2014 года Верховная Рада Украины признала крымских татар коренным народом Украины. Было принято соответствующее заявление украинского парламента. В то же время, как рассказал в интервью изданию ЛБ.ua представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич, как нам подтвердила эту информацию Тамила Ташева, в законопроекте предлагают определить 3 коренных народа Украины. Это крымские татары, караимы и крымчаки. И вот как этот новый закон может помочь крымским татарам, этот вопрос мы зададим члену Меджлиса крымско-татарского народа Абменджиту Сулейманову. Абменджит, добрый день. Добрый день. Почему настаивает Меджлис крымско-татарского народа на том, что закон должен быть принят как можно быстрее? Я думаю, что это очень правильно, то, что он ставит, чтобы это было принят этот закон как можно быстрее. Во-первых, это в первую очередь нужно даже не столько крымским татарам, сколько Украине. Потому что если бы была бы четкая программа деоккупации оккупированных Россией территорий, то мы все понимаем по международным правилам основное влияние и основное значение определения роли и статуса данного, скажем, данной страны, данной территории, и в первую очередь имеет на то право коренной народ. И если Украина признает крымских татар, караимов и крымчаков коренным народом, то мы знаем позицию Меджлиса крымско-татарского народа, знаем позицию крымско-татарского народа, который уже 6-й год, находясь в оккупации, говорит, что Крым – это Украина, и не сходят с этой позиции, то это является визитной карточкой Украины для определенного шага для оккупации Крыма. И понимая позицию крымско-татарского народа и ту ситуацию, в которой это право коренного народа имеет основное значение в международном праве, то этот шаг
будет, естественно, играть большую роль и будет одной из тех вех, которые будут способствовать деоккупации Крыма. И, естественно, для крымско-татарского народа, который уже долгие годы добивается того, чтобы он на своей исконной исторической территории был коренным народом, это будет иметь огромное значение, в том числе даже это будет иметь, мы понимаем, сегодня не столько практическое значение, сколько моральное значение для того народа, который живет на оккупированной территории и поддерживает Украину, будет говорить о том, что Украина о них не забыла, что мы живем этой мечтой, когда случится так, что мы вернемся опять в лоно Украины и будем из одних народов Украины проживать вместе в демократической стране. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Это был Абменджит Сулейманов, член Меджлиса крымско-татарского народа, координатор Комитета по защите прав крымско-татарского народа. Я напомню, мы сегодня в эфире обсуждаем тот факт, что в скором времени в Украине может появиться закон о коренных народах Украины. На том, что этот закон нужно принять как можно быстрее, настаивают в частности в Меджлисе крымско-татарского народа. И вот по предварительной информации в законопроекте будут определены 3 коренных народа Украины. Это крымские татары, караимы и крымчаки. К нам по телефону присоединяется Петр Бурковский, политический аналитик Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерева. Петр, здравствуйте. Добрый день. Вот на ваш взгляд, как этот закон в случае принятия может помочь деоккупации Крима? Ну, подивіться, по-перше, треба подивитися текст цього законопроекту. Я його ще не бачив. Ну да, его нет его пока в доступе общем. Звичайно, тобто тут говорити дуже важко. Єдине, що якщо це правда, що лише 3 народи оголошуються корінними, то тут, скажу вам чесно, виникає питання, чому саме ці 3 народи і яким чином вони, наприклад, відрізняються від низки інших народів, які мають не менше підстав називати Україну, тобто говорити про те, що вони проживали на цих територіях, не менше, ніж кримські татари, тобто не менше, ніж з 14 століття. Тут взагалі виникає питання, який критерій для визначення в даному випадку, хто є корінним народом, а хто не є. Якщо згадати міжнародну правову практику, та яка існує, то саме поняття корінних народів з'явилося у 70-х роках, і з'явилося воно стосувалося тих народів, переважно це Північна Америка, Південна Америка, тобто ті народи, які зазнали колонізації і, будемо говорити прямо, винищення з боку колонізаторів. Це тривало знову ж таки з 16 по 19 століття. І вони почали просувати тезу, що оскільки вони зазнали фактичного винищення на той момент, держави, які існують зараз в новому світі, Північна і Південна Америка, мають їм компенсувати, скажімо, відновити історичну справедливість. При всій повазі українці не є колонізаторами на цій території. І не були колонізаторами. Тобто, були різні сторінки в історії, ми співіснували з різними народами, але колонізаторами нас назвати важко. Ну, я так понимаю, исходя из того, что все-таки Украина признала Декларацию ООН по правам коренных народов, то отталкиваются они от тех основ, которые заложены в этом документе. И если я не ошибаюсь, то там не толкуется понятие коренного народа, исходя из такого определения, как вы говорите. Ні, саме на таких позиціях ця декларація і стоїть. Тобто йдеться якраз про народи, які зазнали негативного впливу під час колонізації. В цій декларації, взагалі-то в цій декларації не дається визначення корінного народу. Я вам зараз називаю, звідки ці витоки. Там просто йде констатація indigenous people, тобто корінні люди, корінні народи, indigenous. Indigenous people – це крайня північ американського континенту, це індіанці Північної Південної Америки. Також йдеться про те, що Фінляндія, здається, визнає це за народом самі там на крайньому півночі. Росія, наприклад, не визнає за своїми народами крайньої півночі таких прав, хоча в своєму законодавстві вона їх називає там малими народами, корінними і так далі. Але вони відштовхуються в якихось своїх критеріях, навіть міжнародних. Тому тут, я знаю цю декларацію чудово, тут зовсім не про це мова йде.
Головне в декларації це те, що народи, які визнані корінними, мають право на особливе економічне ставлення. У них мають особливі права там на земельні ресурси і так далі, мають навіть можливе право на компенсацію в певному порядку, в визначеному законодавстві порядку. Проте ні Канада, ні низка інших держав далеко в цьому питанні не йдуть. Поняла. Спасибо вам большое. Нужно действительно увидеть все-таки проект этого закона. Это был Петр Бурковский, политический аналитик Фонда «Демократические инициативы». Я напомню, мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждали то, как закон о коренных народах Украины может помочь крымчанам, в частности, крымским татарам. Напомню, что по предварительным данным из постоянного представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в проекте закона о коренных народах Украины речь может идти о 3 коренных народах. Это крымские татары, караимы и крымчаки. Но этот законопроект пока еще находится на стадии обсуждения, рассмотрения. И вот сегодня у нас была возможность в эфире услышать, когда этот закон может быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады Украины. Будем следить за ситуацией. Вы оставайтесь с радио Крым Реалии. Мы продолжим через несколько секунд. Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты. Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом Крым Реалии. Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают. К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют. А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти. Всем привет! Это радио Крым Реалии, и мы продолжаем наш эфир. К нам в студию, вот, во-первых, вернулась я, Катя Некречь, Елена Римовская остается, конечно же, как без тебя, дневной эфир. И Анжелика Руденко, наша коллега, присоединилась к нам. Сюрприз! Сюрприз для тех, кто нас слушает, да, а те, кто видит нас в Ютьюбе, те уже, конечно, увидели, что нас 3. Анжелика Руденко, шеф-редактор телепроекта Крым Реалии. Телепроект выходит каждую неделю, там есть несколько интересных тем, и мы обратили внимание, не могли пройти мимо, например, такого вот сюжета, где собраны лучшие просто представители российского телевизора. Да. Можно вот так вот, я так скажу, чтобы мягко. Вот. И на самом деле, почему мы пригласили Анжелику? Потому что она занималась не только всей программой, но конкретно, я так понимаю, что ты работала над этим сюжетом. И там, значит, у нас есть кто? Поклонская, да, которая, оказывается, уже, в общем-то, говорит на российском телевидении, пусть и оппозиционном, но такие интересные достаточно вещи. Давай сначала скажем, что речь идет о сюжете, о том, как украинские граждане ездят в Россию, выступают на российском телевидении. Ну и вообще про российские вот эти вот ток-шоу пропагандистские. Я бы хотела для начала, чтобы мы вот немного как бы в шок сразу вошли, Наталью Поклонскую послушать из вашего телесюжета. Давай. Надо говорить не на Украине, а в Украине. На телешоу приглашаются представители из украинской, ну, даже не политики, а, я бы сказала, шуты из Украины, клоуны, которые позорят свою страну в телешоу здесь, в Москве. И все дружненько аплодируют, хлопают, смеются. Ха-ха, посмотрите, какие хохлы тупые. Да это не так. Это устраивает телешоу. Почему? Потому что интересно. Потому что на их фоне мы выглядим намного лучше. Я дважды пересмотрела этот фрагмент, где говорила Наталья Поклонская, потому что я не могла поверить, что она это сказала. Да, у нас то же самое. У нас был культурный шок, информационный. Мы не могли поверить, что это говорит живая Поклонская, никакой не клон ее и так далее. То есть риторика такая неожиданная для нас была, что мы решили оттолкнуться от этой информации, от нее, и пойти дальше, вести эту нить сюжета, как действительно, зачем туда ездят украинцы, и действительно не чувствуют
чувствуют ли они себя шутами там. И поэтому мы тоже были очень шокированы. А главное, мы пересмотрели все интервью, кстати, оно не всем в доступе по подписке только «Дождя», то ведущая несколько раз говорит: вы так изменились, Наталья, вы совсем другой человек, там, начиная от развода ее второго, да, заканчивая, вы голосуете не так, как вам говорит партия «Единая Россия» очень часто, вы за аборты, у вас сменился духовный наставник, то есть ведущая даже «Дождя» была просто в шоке от Поклонской, ну, мы тоже попали в эту категорию. Ну, мы проверили, это точно Поклонская была, не клон, это точно она. Вы оттолкнулись и решили поговорить о том, что делают украинцы на этих российских телешоу. Я не взяла эти фрагменты, потому что там были прям скандальные истории, когда и микрофон бросали спикеру, у которых ты брала интервью в том числе. Скажи просто так, чтобы люди перешли, потом посмотрели телепроект. У кого вы брали интервью из тех украинцев, которые ездят регулярно или ездили на эти российские ток-шоу? Мы прозвонили 3 экспертов, и 2 из них согласились с нами встретиться. Один самый популярный, он просто реально на каждой программе, это Гордей Белов. Он баллотировался на выборах даже на президентских и так далее. Очень любопытно, что на российских ток-шоу его очень часто представляют или подписывают кандидат в президенты. Угу. Ну, то есть он набрал 0,0001%, но и это подчеркивает, что они вот такое впечатление, что действительно издеваются над этим. Ну, то есть кандидат в президенты. У нас Дарт Вейдер был кандидат в президенты. Не могли бы его тоже экспертом, наверное, пригласить. Он, может, не согласился. Может быть, бы не согласился. Поэтому мы прозвонили тоже очень популярных и таких людей, которые были самыми эмоциональными, запоминающиеся. Вот Виктор Федорович Рыбаченко, он все время принимает участие в вышиванках. Приходит, он говорит, что у него несколько их десятков, он специально приходит, чтобы раздражать русскую аудиторию, русских, как он нам объяснил. Поэтому мы решили с ним связаться. И Вадим Трюхан, это последняя скандальная история, его выгнали таким даже очень бесцеремонным, эмоциональным способом вон из студии, вон. И мы решили его расспросить, как ему вообще вся эта пропагандистская машина. Поэтому вот мы с ними пообщались, двумя. Скажи, кто-то из них рассказал о том, почему они ездят, есть ли какая-то финансовая заинтересованность, потому что в украинском, во всяком случае, в Фейсбуке очень часто всплывают, ходят слухи о том, что людям пишут, предлагают деньги из российских этих телешоу для того, чтобы они приехали, поучаствовали в этом во всем, и говорят о том, что вот некоторые эксперты именно зарабатывают там неплохие деньги на этом. Смотрите, какой интересный момент. Вот Виктор Рыбаченко, отвечая на этот вопрос, очень сразу сказал: я не ставлю так вопрос, чтобы мне платили гонорар. Ставят ли этот вопрос другие участники, я не знаю. Вот он не сказал категорически: нет, да вы что, мы же туда ездим и так далее. Но я считаю, что это тоже определенный подкуп, если им оплачивают дорогу и проживание. Плюс они едут туда на сессии, они пишут сразу несколько программ. Но я не знаю, насколько надо быть мотивированным человеком отстаивать украинскую позицию, чтобы ездить туда как на работу. Ну и все-таки при всем уважении к Виктору Федоровичу Рыбаченко, который преподает пиар в университете Поплавского, но мне кажется, как-то в 70 лет уже, может быть, есть какие-то еще другие задачи у человека, нежели ездить. И на самом деле мы же видим, если отсмотреть, вот мы отсмотрели десятки программ, но ему реально не дают высказаться. Зачем он туда ездит? Ну, непонятно. Вопрос... Ну, то есть официально их позиция звучит так, что мы считаем, что нужно Украину представлять даже вот в России, даже на российском государственном канале. Даже если слова не дают сказать, но все равно... А для российских этих ток-шоу там галочка стоит, что у нас же есть представители из Украины, поэтому мы не за спин, да, баланс соблюден. Нет, да, это фантастика вообще, потому что особенно Вадим Трюхан, он просто с пеной у рта мне кричал, он такой эмоциональный мужчина очень. Да вы не понимаете, есть юридический фронт, есть информационный, есть международный. Так что, нам всем уйти и не воевать? А мы там на информационном, как можем, так стоим. Я говорю, слушайте, но вам не кажется, что мы в этой войне проигрываем? Просто вам не дают высказать позицию. Ту позицию, что вы высказываете, вы как кто ее высказываете? И вот после... И он пытался мне ответить, что это очень-очень важно. Я говорю, смотрите, если это важно, тогда если ездили бы профильные там министры, депутаты, то есть люди, которые могут действительно говорить о позиции государства. А так это просто ваше мнение, и это на самом деле 10 человек, ну от силы 15, которые туда ездят. Ну и вот это его совсем обидело, он психанул, бросил, сказал, вы с ума
здесь сошли, я вообще вам запрещаю что-либо использовать. Хотя нет такого закона, по которому он может мне запрещать использовать интервью, записанное с ним. Имеется в виду, что они свято верят, что они ведут очень важную, полезную, а главное, результативную информационную войну. Ты описываешь как будто бы госпожу Скобееву, которая и ведет, например, одно из таких вот ток-шоу со своим супругом. Да, и главная интрига, тебе же удалось с ней пообщаться по телефону. Вот. Да, но общением это назвать тяжело. Но некоторые звуки от Скобеевой мы услышали. Она не была так многословна, как на своих ток-шоу, тем не менее, что-то, да, она издавала. Давайте послушаем этот фрагмент из телесюжета телепроекта. Ольга Владимировна Скобеева. С кем я говорю? Меня зовут Анжелика Руденко, я шеф-редактор программы телевизионной «Крым Реалии». Давайте тогда немного попозже, если можно, в течение часа перезвоните. Хорошо, договорились. Сейчас занята, спасибо. Наступного дня знову. Чи не змогла, чи не захотіла говорити із Крим Реалії. Здрасте. Здравствуйте. Мы вчера с вами созванивались, вы были заняты. Сейчас у вас есть минутка? С кем я разговариваю? Повторите, пожалуйста, если вам не сложно. Да, меня зовут Анжелика Руденко, Крым Реалии, Радио Свобода. Звоним вам из Киева. Это такой исчерпывающий комментарий Ольги Скобеевой был. А что вы хотели у нее спросить? На самом деле это было очень важно для нас, потому что мы отправили запрос на Россию-1, в их пиар-отдел, пресс-службу отправили, со всеми связались. Нам было важно услышать, по какому принципу они отбирают украинцев. То есть, если Поклонская говорит, что ездят шуты, люди, которые не представляют никакую позицию Украины, мы поговорили, будем называть в кавычках, с этими шутами, представителями, которыми ездят. Я не слышала, честно говоря, ни одного человека, которому бы нравилось то, как они принимают участие в этих программах. И поэтому, естественно, мы захотели спросить саму редакцию, как вы отбираете? Почему Вадим Трюхан, например, я не знаю, не Катя Некречь или Анжелика Руденко, почему именно эти люди? А главное, на каких условиях? Мы понимаем, что это огромная махина, как она работает. Вот, и мы пытались услышать хоть что-то. Они не ответили. После этого мы достали телефон Ольги и стали ей наяривать. Честно говоря, мы звонили много раз, и вот из них 2 было вот таких, когда она взяла трубку. Что важно, мы каждый раз звонили с другого телефона. То есть она фиксировала номер и просто больше не брала трубку. То есть первый раз нам сказала: боже мой, я так занята, конечно, я с вами поговорю, но только через час. Мы ей перезвоним через час, через 2, через 3, с этого же номера, со своего личного я звонила. Она не брала трубку. После этого мы стали на следующий день звонить уже с другого номера. Она взяла трубку, говорит: позвоните. И вот, вы слышали, что произошел, как разговор, да, какой-то кашель, чамканье, плямканье. А после этого она что, бросила трубку? Да, отключила телефон, так как это был WhatsApp, то есть не было слышно никаких гудков, как в стандартном телефоне, там пи-пи-пи. Вообще это странно, голос Скобеева, но не похож на нее. Она же настолько дерзкая, настолько смелая, журналистка российская, тут мои пальцы в кавычки превратились, да, и мы видели, как на каких-то международных площадках она общалась с украинскими политиками или с украинскими журналистами, как она ведет эти программы, а здесь такое немногословие. Слушайте, у меня есть ответ на этот вопрос. Мало того, что это точно она, потому что это там секретный телефон от наших коллег московских, которые поделились ее номером. Во-вторых, видно, она очень часто заходит в WhatsApp, она в WhatsApp. Плюс, когда мы спросили Ольга Владимировна Скобеева, она сказала: да, с кем я говорю. То есть она подтвердила, что это она. А что самое важное, это просто не вошло в сюжет, такой вот вам эксклюзив, вообще очень интересно. Я спрашиваю у Рыбаченко, говорю: слушайте, такой напор, она так кричит, она такая агрессивная. А как вот, когда камера выключается? Шок-сенсация. Анжела, она такая милая, она такая добрая, они такие, как все к нам, внимательные. Это совсем другой человек, когда выключаются камеры. Поэтому, когда камера выключается, это другие ведущие, другие люди. Это, наверное, стоит учесть нашим слушателям, которые любят смотреть такие программы, что не совсем все так, как вам показывают по телевизору. Это была Анжелика Руденко, шеф-редактор телепроекта «Крым Реалии». У нас в гостях свежий выпуск телепроекта «Крым Реалии» на сайте «Крым Реалии». Уже на Ютубе «Крым Реалии». На Ютубе «Крым Реалии» вы можете зайти посмотреть, в частности, этот сюжет. Но у нас же все так. Вот Елена Римовская такая же, как и в жизни, такая она и в эфире. Анжелика Руденко тоже такая же, как в жизни, такая в эфире. А вот какая Катерина Некречь в реальной жизни, пусть это останется для вас загадкой. Мы вам желаем хорошего дня. До свидания.